Я вообще всегда стараюсь говорить объективно. Этот человек мой друг или не друг, или мне как-то все равно, я считаю, что очень важно, чтобы кто-то говорил правду. И иногда это бывает неприятная правда для большинства. И я начала работать с Садыром Джапаровым в комиссии парламентской по Кумтуру. Были выявлены ряд нарушений. Потом Садыр Джапаров все-таки, у него было радикальное видение, такое очень, не всем оно было угодно, что Кумтор нужно было национализировать. Я не придерживаюсь этого, но я считаю, что договор на самом деле не в интересах Кыргызстана заключен. Там многие наши чиновники заморали свою репутацию, я думаю, тем, что услуживали этой мультинациональной корпорации с огромными средствами. И также я обнаружила очень много нарушений по страхованию. Через страхование выводились огромные деньги. Я эту работу еще не закончила. И затем все это огромная работа была проведена. Я думаю, в истории Кыргызстана, я думаю, это первая такая, на самом деле, доскональная комиссия была. Очень много научных деятелей работали, все ездили на Кумтор. И все это было передано правительству, и правительство, в общем, продолжает сейчас эту работу. Но вот все эти моменты, они совпали с тем, что Сатыбалдиев едет на Кумтор, и вместе с главой Кумтора заявляет, что нарушений вообще нет. Вот это все. Идут политические или не политические, я не уверена, гонения на Садыра Джапарова, на Ташиева. Постоянно идет прессинг. Я думаю, может, этот прессинг и послужил, может, вот этой вот выходкой Ташиева, когда он призвал народ зайти в Джорку-Кенеш. С одной стороны, я понимаю, что вот такие знаковые моменты, когда человек один идет против системы, совершенно отчаявшись. То же самое вот с дочкой Ходюналиева. Вчера она стояла на солнцепёке, я с ней разговаривала до этого целый день, в общем, по телефону. И вот когда уже человек отчаивается, и у него нет надежды, он выходит на такие очень не всегда понятные акции. И я думаю, это вестник конца режима Атамбаева. У него был шанс не стать похожим на предыдущих президентов, но, к сожалению, это произошло. И уже с каждым разом, я думаю, накал становится все выше и выше и выше. И сейчас, когда у него есть враги гораздо ближе к нему, я не рекомендовала бы, например, президенту выдвигать такие суровые обвинения в сторону Ташиева и Садыра Джапарова, и Ходюналиева, и Талантова этого, так как мы также знаем, что и он в какое-то время также отчаявшись выступал против чего-то, во что он не верил, и он это делал, потому что он болел за свой народ. Я думаю, каждый человек в политике, каждый человек болеет за свой народ, и может у него получается это выразить, может не получается, но я думаю, что осуждать своих коллег по политическому миру, это для него это не очень красиво, не очень элегантно. Я понимаю, что он хочет показать, что он президент, что власть в его руках, что если ты что-то сделаешь, что, в общем, я тебя накажу. Но это, я думаю, также оголит еще одну болевую точку, и это то, что, может, он окажется не президентом всего Кыргызстана, а президентом Северного Кыргызстана. И это он может вот этим радикальной строгости к этим трем депутатам, он может в конце концов сделать себе в будущем гораздо хуже. И если проявить дальнозоркость сейчас, посмотреть в будущее, что его ожидает, я думаю, к весне накал страстей усилится, и будут совершенно другие люди
как бы выставлять претензии гораздо ближе к нему, я думаю, тогда, ну, я, конечно, желаю от нашего президента великодушия. Для кыргызов, я думаю, когда выходят как бы наши апалар, да, вот старые бабушки, в общем, с акджолухами, ты не можешь просто как кыргыз, как лидер нации сказать: нет, я с вами не встречусь, потому что это, ну, мы так не делаем. Он не встречается вот уже 5-й день. Вот, мы кыргызы так не делаем, и я думаю, что вообще, если на самом деле они будут привлечены по этим статьям, а это очень-очень серьезные статьи, и я, насколько знаю Хамчыбека Аташиева, он просто очень такой эмоциональный человек, и даже Равшан Джейнбеков сегодня выступил очень так сильно. Да, там есть элемент хулиганства, там есть элемент символического, такого театрального, не знаю, вот, вы плохие, вот, нужно, в общем, что-то делать. Но президент все-таки должен проявить, я думаю, очень такую большую терпимость, большое великодушие, потому что Юг еще после всего, что произошло там, он еще не оправился, и он не имеет эту роскошь без большого влияния в южном регионе сейчас настолько трамбовать, я думаю, южную политическую элиту, и все это понимают. Но и создалась правовая коллизия. Например, суд по 7 апрелю, вся суть вот этого суда, она раскрылась, и все поменялось вообще в нашей стране из-за вот этих статей, которые выдвинули. Потому что они могли сказать: ну, в общем, хулиганство, в общем, плохие, мандат отберем. Но когда их обвинили в попытке госпереворота, я думаю, то и это отразило их собственную сущность, и то, как они пришли, и то, что они думают сами об этом. И я, вообще, если бы я была бы доктором наук по правоведению, юристом большим, я бы, наверное, докторскую уже сейчас написала бы. Это огромный материал, но для страны, я думаю, это очень опасно, как выходцу севера. Я верю, что президент должен понимать, что он не имеет, ну, понимаете, он, например, ставит южного спикера, южного премьер-министра, но у них нет этого веса, да? Это просто получается крошка как бы нашему южному электорату, что ваши интересы учтены, но ратуют ли, например, те же самые Исат Балдиев, например, так же, как Ташиев, да, или Келдибеков за интересы наших граждан? Я думаю, что нет. Вот. И поэтому это все вестники того, что какой-то процесс пошел, если люди идут на такие совершенно такие отчаянные вещи. Это же нужно оголить свою душу, чтобы заявить: вот это неправильно, и я пойду против этого. Да, я считаю, я не совсем понимаю, как это случилось. Я сотрудничаю очень хорошо с Ташиевым, он прекрасный человек, очень открытый, у него нет вот этой вот, как сказать, очень много у нас политиков друг друга в спину ножом ударяют. У него такого нет, он открытый, залез на забор, да, погнался за каким-то солдатом, и в этом, наверное, и явился провал. Но я очень сильно переживаю за то, что случилось с его карьерой. Все-таки он многие годы работал. Политическая карьера, она дается огромными переживаниями. И, конечно, отследив все это, я сильно за него переживаю. Ну и переживаю за президента, потому что, вот говорят, там, Айтматова сказала, все должны сидеть. Я просто думаю, никто не должен сейчас сидеть, если честно. То, да, нужно сказать, что это неправильно, нужно наказать, нужно, может, забрать мандат, сказать, что вы не должны заниматься политикой какое-то время до того, как вы осознаете, что вы натворили. Но точно не вот эти страшные вещи, в которых он обвиняется. Вот. Но и идет огромное лобби Кумтора
все документы, единственные документы, которые были изъяты из кабинета Садыра Джапарова при обыске, это были 60 томов нашей парламентской комиссии. Ну и Ходжин Алиев также, я думаю, он тоже, там есть какая-то политическая подоплека в его задержании. Если они хотят равенства закона для всех, я тоже это хочу, я хочу демократии для всех, тогда, например, нужно посмотреть на то, что и Махсат Сабиров, и, например, депутат Дыйханбаев от республики, они также стояли на этой трибуне, тогда почему они не задержаны? Потому что они не открывали рта. В общем, очень много таких непонятных моментов, да? Но и просто вот для Кыргызстана это очень трудно. Я думаю, президент должен стать, да, можно карать любого человека по закону. Столько людей сидят, например, которые, я думаю, что если уже смотреть на вот этот случай, то мы также должны, например, я знаю, что есть аудиозапись, которую я сама слышала, как министр Рысалиев разговаривает с Хаптагаевым и организовывает, в общем, народ, чтобы окружили как раз Джорху Кенеш, как раз тогда ловили депутатов и их избивали, в общем, это все было организовано. Если я найду эту аудиозапись, я думаю, я буду требовать, чтобы открыли уголовное дело по привлечению и Хаптагаева, и Рысалиева к ответственности по попытке создать массовые беспорядки. Потому что давайте тогда... Аудиозапись это 4 октября, да? Нет, это ранее. Но если тогда на это пошло, тогда нужно уже всех привлекать тогда по всей строгости закона, как хочет Атамбаев. Я, конечно, хотела бы видеть по обе стороны президента гораздо более весомых южных политиков. Я думаю, что он должен считаться с тем, что вот у нас такая ситуация, и мы должны правильно представлять то, что происходит. И если ты не можешь стать президентом всего Кыргызстана, то тогда хотя бы привлеки за собой тех людей, которых уважают на юге. Я думаю так.